Мы продолжаем знакомить вас с приемными семьями Ленского района. В гости к героям нашей сегодняшней передачи мы отправились в село Беченча и первым делом побывали в детском саду Сардана, который посещают дети приемной семьи Яковлевых, героев нашей передачи. Трехлетняя Алина вместе со сверстниками с удовольствием рисует любимую матрешку и успешно проходит адаптацию в группе. Пока младшая сестренка занимается творчеством, ее 6-летняя сестра Полина и 5-летний брат Сережа осваивают новые упражнения на уроке физкультуры. В детском саду Сардана села Беченча дети получают все необходимое для полноценного развития. Детей из детского сада встречает приемная мама Людмила Романовна, а у дома всегда ждет приемный папа Алексей Афанасьевич. Приемной семья стала 3 года назад. Желание Людмилы Романовны взять детей поддержала вся семья. 7 детей у нас в семье. Папа ИП. Я домохозяйка. Сижу дома. Готовлю, стираю, все им готовлю. Вот так. Дети ходят в садики. Полина любит рисовать. Я ее планирую дать в художественную в этом году. А старшие дети у меня студенты. И школьники тоже. 7 и 1 класс пошел тоже. То есть вы, имея своих 4 родных детей, решили взять еще приемных? Да. А почему? Я сама вот в большой семье выросла. 6 девочек в семье было. И в основном я жила у бабушки. Бабушка с дедушкой. Там все внуки, внучка, там все собираются. Короче, я люблю, когда в доме много народу. Люблю детей. Я сразу сказала это своему мужу. Вот я хочу взять детей, как приемная семья. А как муж отреагировал? Нет, муж тоже очень любит детей. Расскажите, как проходит адаптация детей, как они? Ну, сейчас это уже нормально. Сначала было чуть-чуть трудновато, конечно, пока они адаптацию проходили. Но ничего, все, справились. Нормально теперь. Все друг друга понимаем, знаем уже все наши, у кого какие привычки. Любимое занятие детей – рисование на всевозможные темы. Я мистер Картошка сделал, и мистер Косточка в компоте живет в доме его. Вот он, это мистер Картошка, а это мистер Косточка рогами. Полин, расскажи, что ты нарисовала. Я рисую птичку, и домик, и мячик, и... Это что такое? А что ты нарисовала? Гусеница или что-то? Кузница. Мама, папа, яблоко упало. А потом шарик залетел. Несмотря на то, что дети еще маленькие, благодаря Людмиле Романовне они участвуют в разных конкурсах и уже имеют первые успехи. Немаловажным является поддержка семьи отделом опеки и попечительства. У нас есть муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», получается. Благодаря этой программе, то есть мы можем оплачивать проезд к месту отдыха, к месту лечения туда и обратно можем оплатить. Также можем оплачивать мы лечение и обследование детей. Мало того, что мы, кроме того, что мы и детям оплачиваем проезд, мы и приемным родителям оплачиваем проезд. Да, раз в 2 года. Но если по показаниям, например, что нужно ежегодно выезжать, поэтому мы оплачиваем каждый год, если ежегодно. Также мы оплачиваем проезд и студентам 1 раз в год. Вот такие льготы у нас есть. Но хотелось бы, конечно, еще, чтобы все-таки были не приемные семьи, а все-таки был статус многодетных семей. Потому что у многодетных семей больше возможностей. Вот. Поэтому надо добиваться все равно и льгот больше, и как-то
и как-то по-другому все равно относятся к многодетным. Вроде бы и землю выделяют, да? Ну, действительно льгот больше намного. Поэтому вот как-то надо нашему правительству об этом задуматься побольше, о том, чтобы действительно статус был при многодетной семьи. Нам бы очень хотелось, чтобы приемные семьи получили должное внимание со стороны органов власти. Ведь приемные родители ежедневно трудятся, уделяя воспитанию и развитию приемных детей все свое время. Алексей Афанасьевич – индивидуальный предприниматель, работает во дворе вместе с тестем и учит приемных детей трудовым навыкам. Сережа уже хочет уже на трактор сесть. Да. Ну, пока еще маленькие. Сейчас уже посмотрим, как вырастут. Как тела окрепнут, уже пойдут. Конечно, в домашних условиях лучше. Но в детских домах не знаю, там как обстоятельства. Здесь-то все равно, как уже дома уже привыкли дети. Мама и папа уже зовут. У каждого ребенка должны быть родители, семья, дом. Мы рады, что среди огромного числа семей в нашей республике есть и приемные семьи, воспитывающие детей из детских домов. И мы очень надеемся, что таких семей у нас будет больше. Посещая районы нашей республики, мы стараемся знакомиться с социальной политикой по поддержке приемных семей в каждом районе и в первую очередь узнаем, какую работу ведет отдел опеки и попечительства по сопровождению приемных семей. На сегодняшний день на территории Ленского района у нас создано 12 приемных семей. В них воспитываются 29 детей. Устройство детей, оставшихся без попечения, в замещающие семьи, в приемные семьи – это одна из самых важных задач специалиста отдела опеки и попечительства. На ваш взгляд, какова роль приемных семей в решении проблемы социального сиротства? Я считаю, что самое, наверное, главное. Почему? Потому что социальная адаптация ребенка все-таки лучше проходит в приемной семье, в опекунских семьях, чем, к сожалению, если ребенок оторван и находится в детских домах. И наша практика трудовая показала, что дети, которые воспитывались в приемных семьях, в опекунских семьях, они больше адаптированы в обществе лучше, чем дети, которые из детских домов. Это уже вот на практике. Знакомьтесь, это Толя. Толе 2 года. Меры своих сил и своих возможностей. Толя очень активный, улыбчивый мальчик. Легко идет на контакт с взрослыми. Любит играть в развивающие игрушки. Любит рассматривать всякие музыкальные книжки. Особенно любит играть с мячиком. Да, Толя? Толя у нас пока самостоятельно кушает. Он учится держать ложку. Держи ложку. Ложку держи. Вот. Молодец. Держи, держи. Не бойся, держи. Вот, молодец. Так, держи. Да. Толя любит игрушки и тактильный контакт. Толя у нас занимается каждую неделю, приходит в сенсорную комнату для развития тактильного восприятия, визуального восприятия и слухового. Так как у нас он особенный, в основном мы работу направляем на больше тактильный. Как тянется, да? Как тянется.
А смотри на листочек. Толя. Оп! Приклеилась, да? В силу проблем со здоровьем с Толей проводят занятия по лечебной физкультуре. Мы с Толей занимаемся ГФК. В основном ему надо на нижние конечности, у него параплегия, чтобы он самостоятельно стоял, ходил, учим. Сейчас он ползает, сидит самостоятельно. Толя потихоньку ползает, осваивая новое пространство. Особенно ему нравится звучание музыкальных игрушек, и он учится сам извлекать звуки. Это доставляет малышу огромное удовольствие и радостные эмоции. У Толи есть младшая сестра Ярослава. Знакомьтесь, это Ярослава. Ей 8 месяцев. У нее была произведена операция на сердце, поэтому она слабенькая. Только учимся сидеть. Улыбчивая, веселая, любит общение. Очень нежный ребенок, нежная девочка. Любит разговаривать, играть, когда с ней играют. Веселая. Кушает молоко, искусственное вскармливание. Хорошо кушает. Спокойный ребенок. Мы очень надеемся, что Ярослава и Толя обретут семью.